Он был политиком российского и международного уровня. Сегодня на 68-м году из жизни ушел Василий Лихачев. Собственно, Конституцию суверенного государства и договор. Все-таки уверен в этом и работаем над этим, что Российская Федерация Татарстана будет победой. И сегодня мы собрались тоже по замечательному такому поводу. Совсем недавно от нас ушел Василий Николаевич Лихачев. Этот человек вы видели, кто не знал, по фильму. Ну, наверное, вы его часто видели по телевидению. Но татары прекрасно знают историю Татарстана, новейшую историю Татарстана, что эта история была очень динамичная, порой драматичная. И это большое счастье, что в республике у руководства был такой человек, как Василий Николаевич Лихачев, потому что многое могло бы развиваться иначе. Потому что вы видели, что человек был очень целостный, человек был исключительно трудолюбивый, интеллигентный, образованный и, самое главное, исключительно порядочный и ответственный. Это и определяет качество и политика, и руководителя. Поэтому, прожив такую, по нынешним меркам, может быть, и не очень длительную жизнь, он все-таки прожил долгую и очень яркую, и очень продолжительную жизнь, потому что не всякому довелось такое счастье жить в гуще событий, прожить такую яркую жизнь, насыщенную. Если брать в соотношении, то он, в общем-то, я думаю, он был счастливый человек, хотя он всегда встречался с трудностями. И трудности эти были, судя по всему, вы знаете, трудности были это в силу его характера, потому что он был человек честный, человек принципиальный, и не всегда это другим нравилось, насколько я его понимаю. Что хотелось бы сказать, что о нем помнят и в современном Татарстане, потому что это был период самый сложный развития, это было становление республики, подъема национального самосознания, и этот человек сделал очень много для республики, для татарского народа, хотя он и не был татарин. Это действительно истинный патриот и своей большой страны, и своей малой родины. К сегодняшнему нашему вечеру пришли приветственные письма. Первым я зачитаю письмо Фарита Мухаммедшина, вы знаете, это председатель Государственного совета Республики Татарстан, его преемник. Он написал очень теплые слова. Приветствую участникам вечера памяти Василия Николаевича Лихачева. Уважаемые участники памятного вечера, дорогие друзья, сегодня вы собрались, чтобы почтить память нашего замечательного земляка, авторитетного руководителя, видного международного, государственного, политического, общественного деятеля, настоящего гражданина, который преданно служил на благо нашей Родины, людям и избранному делу, Василия Николаевича Лихачева. Возглавляя Государственный совет Республики Татарстан первого созыва, он многое сделал для повышения роли и укрепления профессионализма, для авторитета высшего представительного законодательного органа власти республики. В тот непростой переходный период Василий Николаевич стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на стабилизацию общественно-политической ситуации в республике и проведение необходимых социально-экономических преобразований. Он был одним из авторитетов первого договора между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Его политическое чутье, глубокий научный подход и многогранный опыт также нашли отражение в основополагающих нормативно-правовых актах республики, в числе которых Декларация о государственном суверенитете Татарстана, Конституция республики, Закон о комитете конституционного надзора и другие. Весомое достижение Василия Николаевича на международной арене, являясь постоянным представителем России в европейских сообществах с 1998 по 2003 год, он с успехом обеспечивал конструктивную деятельность российской миссии, способствовал расширению политических, экономических и гуманитарных контактов с европейскими партнерами. Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что где бы он ни работал, ему всегда удавалось находить оптимальные пути решения поставленных перед ним задач. Служение людям он считал своим главным долгом, умел постоять за интересы родной страны, всегда пропускал через сердце ее заботы и переживаний. И это не пустые слова. Заслуги Василия Николаевича перед нашей страной отмечены многими высокими государственными наградами.
Но что важнее всего, он снискал искреннее уважение своих коллег и всех, кто его знал лично, за профессионализм, принципиальную политическую позицию, глубокое понимание проблем. Мне, например, запомнилась интересная мысль, высказанная в одном из интервью. Вопрос о нравственности. Некая доминанта, которая определяет политика, должна определять и строй его мыслей, и конкретные шаги. Мне кажется, всей своей жизнью он стремился доказать правоту этой мысли и сам строго исследовал. Василий Николаевич прожил яркую и насыщенную жизнь, без остатка отданную любимой работе, семье и друзьям. Убежден, его добрые дела будут еще долго согревать своим теплом всех тех, кому выпало счастье соприкоснуться в жизни с этим удивительным человеком. Светлая память о Василии Николаевиче Лихачеве навсегда сохранится в наших сердцах. Особую признательность и благодарность хочу выразить организаторам сегодняшнего памятного вечера, штабу «Татар Москвы» и всем тем, кто пришел почтить память Василия Николаевича. Вы делаете большое и благородное дело. Спасибо вам за это. С уважением, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Карлович Мухаммедшин. Второе приветствие – это от нашей академии. Василий Николаевич был членом-корреспондентом Татарской академии наук и был академиком Российской академии естественных наук. Это адрес именно от Российской академии естественных наук. Участником вечера памяти доктора юридических наук, профессора, действительного члена Российской академии естественных наук, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан Василия Николаевича Лихачева. Уважаемые коллеги, сегодня вы собрались почтить память доктора юридических наук, профессора, академика Российской академии естественных наук, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан Василия Николаевича Лихачева. Василий Николаевич Лихачев прожил яркую, насыщенную важными событиями жизнь. Получив хорошее образование в одном из старейших лучших учебных заведений Казанском государственном университете, он включился в активную научную преподавательскую работу. Работал за границей, прошел хорошую школу партийной работы. Приобретенные знания и опыт позволили ему уверенно и успешно применить их на государственной службе. Василий Николаевич Лихачев был одним из первых руководителей Республики Татарстан в период становления ее суверенитета и демократии. Это был период подъема национального самосознания татарского народа, возрождения культурных традиций. Несмотря на трудности, которые тяжелым бременем легли на нашу страну в 90-е годы, в Татарстане удалось сохранить промышленный потенциал, возродить экономику, вывести республику в число лидеров среди регионов России. Многие годы Василий Николаевич был в руководстве федеральных органов власти Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы. Был постоянным представителем России в Евросоюзе. Крупный государственный деятель, талантливый дипломат, профессионал-ученый, он внес большой вклад в развитие и укрепление института власти в современной России. Способствовал росту авторитета и доверия в нашей стране за рубежом. Всегда оставался человеком честным и принципиальным, отстаивающим свою точку зрения. Он навсегда останется в нашей памяти яркой, деятельной личностью, достойным представителем России и Татарстана. Президент Российской академии естественных наук, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Кузнецов. Первый вице-президент, главный ученый-секретарь РАН, профессор Иваницкая. И еще одно приветствие, которое пришло из Академии наук Татарстана. Уважаемые друзья, уважаемые гости штаба «Татар Москвы», прежде всего позвольте выразить вам свое глубокое уважение и благодарность за активную деятельность по сохранению и защите пропаганды татарской истории, культуры и языка. Нас радует, что в плеяде замечательных людей, вечера памяти которых были организованы штабом, не был забыт Василий Николаевич Лихачев, политик и дипломат, сыгравший особую роль в становлении современной истории Татарстана в России. Свой блестящий путь в политике Лихачев начал с Казани в 1988 году. Уже тогда он показал себя не просто квалифицированным юристом, но и творческим человеком. Лихачев был одним из авторов первого договора между Татарстаном и Россией. Он внес огромный личный вклад в историю взаимоотношений республики и федерального центра. В тот период создавалась законодательная основа рыночной экономики Татарстана. Работая руководителем парламента Татарстана, Василий Николаевич являлся еще и заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Обладая широкими полномочиями, он максимально использовал их во благо Татарстана. Он был политиком российского и международного масштаба.
В 1994 году Василий Николаевич был избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан. Основные его научные труды посвящены вопросам международного права, государственного права, международных отношений. Значительные результаты исследований получены в научных областях: теоретические и методологические вопросы правотворчества, международное конституционное право, имплементация норм права в работе международных и национальных судов. Василий Николаевич был авторитетным правоведом, государственным деятелем и человеком с большой буквы. Его отличали человечность и интеллигентность. Научная общественность хранит добрую память о нем. Желаю, чтобы этот вечер прозвучали самые теплые слова в адрес нашего дорогого земляка Василия Николаевича Лихачева, человека с большим сердцем, которым всегда жила любовь к Татарстану. Президент Академии наук Республики Татарстан Салахов. Мухтарама Наиля Иматовна. Я не знаю, на каком говорить, на русском здесь началось или на татарском, но как бы то ни было, то, что когда меня попросил почти доклад, но я, конечно, сейчас его не буду ни читать и не рассказывать, потому что Василий Николаевич Лихачев в своем интервью все четко, ясно изложил, с удовольствием мы слушаем. Единственное, что я хотел несколько слов сказать, Василий Николаевич Лихачев был, на мой взгляд, входит в первую пятерку государственных деятелей Татарстана последнего времени. Это Табеев, Шаймеев, Меднеханов, Лихачев, Мухаммедчин. Первая пятерка, на мой взгляд, это государственных деятелей Татарстана. Одновременно Василий Николаевич входит и в систему государственных деятелей Российской Федерации. Он был, здесь не упоминалось, заместителем министра юстиции Российской Федерации. Он был крупным ученым, 500 или 600 научных статей, около сотни, около десятка монографий. Ученый, доктор юридических наук, преподавал в Мадагаскаре, уже говорили, в африканских странах. Я думаю, он читал свои лекции на французском языке. Это был выдающийся ученый, государственный деятель татарстанского российского масштаба. Нам приятно это отметить. Действительно так. Я убираю свою шпаргалку. Хочу сказать, я общался с Василием Николаевичем недолго, 3 раза. На международных конференциях, он уже знал меня, в Москве на международной конференции, и на одной из международных конференций, не то в Лондоне, не то в Брюсселе, сейчас не помню, тоже подошел. Разговор был примерно 10 минут. 10 минут. Он узнал меня. И вот я запомнил так. Это был действительно выдающийся государственный деятель Татарстана и Российской Федерации. И когда нужно было менять Силаева, Силаев был, по-моему, председателем Совмина России, он там был, представлял в организации, европейской организации нашу страну, выбрали именно его. Именно его, зная его правовые знания, его умения. И он там лет 5 работал. 5 лет работал, представлял Российскую Федерацию в Западной Европе при организации сообщества, европейского сообщества. Это, по большому счету, по мидовскому счету, это одно из самых почетных мест. Первое, самое считается высшей иерархия, это представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. А второе, это представитель Российской Федерации в Брюсселе. Он занимал сотни послов, но это высшая иерархия. Таким образом, человек не имел никаких статусов до ее назначения. Он сразу получил звание чрезвычайно полномочного посла, и он представлял нашу страну в течение 5 лет.
Я считаю это крупным достижением его. Его избрали, потому что он знал правовые дела. Около 500 статей, больше 500 статей, 10 монографий по правовым вопросам. Это был... У него были организаторские способности, умение работать с людьми и язык. Я думаю, что он в Мадагаскаре, в университете Мадагаскара, где-то в Гвинее-Бисау, он читал свои лекции на французском языке. Вот так он меня сразу быстренько испытал на французском языке. И после этого мы встречались вот 2-3 раза. Но это наши встречи, это разговоры, это было примерно 10 минут. Я запомнил его именно как ярчайшая фигура. И очень приятно, что именно здесь, совместно многими людьми, я здесь только что встретил азербайджанского товарища, здесь русские, татары, азербайджанцы, другие представители собираются и отмечают такие высокие ноты, высокие явления. Память о нем пусть живет навсегда. Хотел я как-то пояснить суть сегодняшнего вечера, да, задача сегодняшнего вечера. Потому что сегодня здесь Василия Николаевича, вот там сидят студенты, которых он учил, да. Вот сейчас у нас придут ребят Следственного комитета, вот, из Мосгорсуда. Они все студенты юрфака КГУ, да. Потом, значит, вот здесь ребята, вот сегодня, наверное, здесь на квадратный метр, сколько у нас академиков, профессоров, да, каждый второй практически, да. Вот, и потом этот... И, значит, задача сегодняшнего вечера, чтобы вот эти вот все люди, которые с Василием Николаевичем общались на разных этапах жизни, да, чтобы как-то они между собой были знакомы, да. Потому что вот я давал читать вот эту книгу, да, которую мы, воспоминания о Табееве написали. Не автобиографических книг много, да, а вот эта книга, она всем нравится. Каждый человек говорит, с кем, когда он познакомился, какие-то случаи из жизни. И, значит, и вот такой сборник этого, значит, я извиняюсь, вот такой сборник, чтобы составить в будущем, да, вот, например, всех переписать, и каждый будет в этой книге. Наверняка у нас у многих есть какие-то фотографии, которых нет у вас, да, вот какие-то редкие фотографии, какие-то это, значит, вот попозже мы поставим фильм, как вот мы прощались здесь в Москве, значит, да, действительно, вот все наши соболезнования вам, значит, здесь и представители мы взяли ребят, молодежи, которые присутствовали вот на прощании там, значит, да, пригласили нашу татарскую молодежь, общественников, чтобы они тоже знали, нам все-таки мы занимаемся идеологией, мы занимаемся, значит, таким воспитанием татар, значит, и выходцев из Татарстана в Москве. Ну, нам вот как-то удобнее, что ли, будем говорить, вот на каких-то личных примерах, на каких-то героях, на каких-то вот жизненных таких примерах воспитывать и идеологию составлять вот этой молодежи, да. Вот поэтому Василий Николаевич, наверное, яркий пример, которого в жизни, например, у нас очень многие учатся в ГИМО, МГУ, например, вот так вот, да. Вот задача сегодня, значит, познакомиться, пообщаться, второе, подумать об этой книге, значит, и третье, насчет вот как-то увековечить или как-то, или это уже через год мы соберемся, да, вот это тоже, значит, мы об этом, наверное, сегодня тоже должны как-то затронуть этот вопрос, да. Вот. Ну, здесь вот практически весь свет татарской общественности Москвы находится, да, вот я же говорю, академики, поэтому мы этот вопрос сегодня можем как-то тоже обсудить, значит. Biz bugün Vasiliy Nikolaevich Likhachev'nin turmuş yılın tağında iske alıp, onu hürmetlep kişesine jinalık. Rüstem Efendi şu ştabta her vakitte matur uçraşular da bizni tanıştırıp birdemlikni tağında nığıtı için zor hizmet kıldı. Hemen onun yardımcı yaş kızları, yigitler. Уважаемые коллеги, друзья, мы сегодня возвращаемся мысленно в те далекие годы, когда в целом в стране происходили переломные события в жизни многих людей и в целом страны. Мы благодарны вам за видеоролики, интервью, которые мы послушали. Некоторые фрагменты мы еще не знали. Василий Николаевич Лихачев остается
и останется всегда в памяти жителей Татарстана, России в целом, татар, человеком, который вносил огромную лепту в развитие Татарстана, сохранение межнационального баланса между татарами, русскими, другими народами. Как представитель русского народа, он глубоко понимал чаяние татарского народа. Он был татарином нашим, по большому счету. Он был скромным, он не выпячил о том, что он делает конкретно. Он делал великое дело. Он в Татарстане вносил свою лепту. Он, будучи представителем Татарстана, Совета Федерации, будучи зампредседателем, там защищал интересы в целом народов Татарстана и в целом народов Российской Федерации. Необходимо было тогда находить слова, подхода, понимания каждого народа, и чтобы мы сохранили мир, межнациональное согласие. Ну, я первый раз его встретил вот близко в 1997 году, в октябре месяце, на сессии Госсовета Татарстана, когда утверждали меня на должность министра образования. Он уехал в Брюссель, потом вернулся в Москву, ну, я тоже переехал в Москву на работу. У нас были несколько встреч, ну, когда он работал в Госсовете Федерации. Я ему звонил, я говорю, хотел бы с вами встретиться. Вечером звонил, говорю, ну приходите, я пришел. Он говорит, ну я звоню, я подошел. Можно зайти. Говорит, я убегаю, вы подождите там, переговорим на улице. Действительно, он вышел, переговорили, извинился, я говорю, поехал в Ингушетию, я же представляю Ингушетию. А у меня мысль, почему же не Татарстан представляет наш татарстанский, значимый для в целом республики и России человек. Потом была встреча, когда он работал замминистром юстиции Российской Федерации. Такие встречи были, всегда у него проскальзывали мысль чем-то помочь. Вот о татарстанцев говорил, о свои отношения он выражал. Он был готов всегда и всегда помогал, чем мог, любому человеку. Он учил многих, как управлять, как быть управленцем, как выстраивать отношения с своими коллегами. Когда он работал в Госсовете председателем, впервые он открыто работал с журналистами. У него были интервью, и он создал пресс-центр впервые. Это его идея. Агиева возглавляла тогда. И все деятельность Госсовета была доступна всем. Через интервью. Там и принципиальные позиции также были высказаны, разные позиции. В этом плане Василий Николаевич был всегда открыт, и никому, журналистам, он не указывал ничем. Ну что ж, уважаемые коллеги, хурматли милләттәшләр, Наилә ханым, балаларыбыз, кызларыбыз, горурланып яшәгез, без дә яшибез шулай ук. Шундай безнең шәхес, аның белән яшәргә, эшләргә туры килгән, Василий Николаевич белән. Аның мирасын саклап, менә видеороликларына хотелось бы, чтобы доступно было всем в сети где-то. Подумайте, пожалуйста. Это поучительно и показывает человека, внутреннее его богатство, культуру, профессионализм. И очень важно, мы очень благодарны Рустам Афанде, вам, штабу татар. Регулярно, и сколько лет уже проводятся разные мероприятия. Мы должны ценить, пока все живы. И когда уходит иной мир, мы должны помнить их и также передавать молодому поколению, что есть такие и были такие люди, надо быть пример,
брать пример и продолжать те новые их традиции, приумножать. Рахмат сизге, будьте здоровы. Ну, знаете, 91 год, это такая, у нас небольшая команда была, у нас 20 человек, наверное, было в полпредстве, 20-21 человек. Вот. Шавкат Рауч тогда возглавлял полпредства. И вот эта рабочая группа возглавляла ее, приезжала из Казани, переговоры, все переговорные процессы, все очень шло жестко. Но наша команда была непреклонная, и экономика, и промышленность, и оборонка. Вот представляли специалисты. Василий Николаевич возглавлял эту группу рабочую. Как они работали, это надо было видеть. С 7 до часу. И вот так вот очень долго. В 1994 году был подписан один из этапов этого договора. И потом я с Василием Николаевичем, мне посчастливилось пересекаться. Потом эстафету наше полпредство замом был Равиль Ибрагимович. Тогда вот в эту работу продолжали, да, по подписанию соглашения между Россией и Татарстаном. Это был прорыв для многих. И вот республике, конечно, повезло, что вот возглавлял это все юрист грамотнейший Василий Николаевич. Человек он образованный, грамотные, эрудированные. Вот многие из всех, кто здесь сидят, это то поколение, которое уходящее, которые сделали себя сами. Вот им уважение. Есть что вспомнить и есть что сказать. Последние 6 лет Василий Николаевич попросил, и он преподавал у нас магистрантам, а это возрастная группа, магистрантом в Академии Госслужбы. Вы бы видели, как его слушатели ждали его лекции. Он без бумаг, без конспектов выходил, и вот знаете, вот прям обаял всегда своими знаниями, он всегда был в теме, он всегда был в материале. Ну, конечно, занимать такой пост, но и совмещал всю жизнь. Он был доктором наук, профессором, был политиком и был ученым. И вот последнее, значит, где-то вот его чувство ответственности было и отношение к людям удивительное было. Вот дочь его, Рената не даст соврать, он уже лежал, но я не думала, что так все. Уже в больнице, я потом узнала, что он плохо видел, но нужно было писать отзывы на магистерские. Магистранты там, он руководитель был работ, они с ним встречались, общались, работу писали под его руководством. Вот последние несколько отзывов, он говорит: Зухра, а это надо быстро. Я говорю: Василий Николаевич, в марте уже защита, это нужно на опережение работать. И он уже в таком состоянии, чувствуя вот ответственность, что ребята должны защититься, он эти отзывы писал, и вот ему Рената помогала. Спасибо большое. Конечно, мне очень хочется сказать отдельно о семье. Найля Ханом занимала огромный пост. Правильно говорят, если не вторая половина, первая половина мало чего добьется. И Найля Ханом, вам огромное спасибо, ведь благодаря вам, Василий Николаевич, благодаря вашей поддержке, пониманию, конечно, Василий Николаевич вот достиг таких огромных высот. И он был, в общем-то, россиянином и татарином в своей душе. Он всегда стремился, вот жил в Москве сколько, и он всегда при удобном, всегда: я в Казань, я в Казань. Что там намазано, что ли, я как-то сказала, я не пойму, Василий Николаевич, семья здесь, а вы в Казань. Он говорит: Зухра, я, говорит, там, говорит, нужен, говорит, там необходим. И вот никогда не терял связи. Он нам помогал с магистрантами, мы выезжали в Казань. Он никогда не терял связи с Казанью, с Татарстаном, где бы он ни находился, и будучи за рубежом, а в Москве уже, говорит, тут рядом, он ездил постоянно. И вот его, нам на кафедре его действительно не хватает. Это такая, невосполнимая утрата. И я думаю, и в республике тоже понимают, что был за человек, какого масштаба была личность. Так что огромное спасибо организаторам вот, таких встреч. Это необходимо, чтобы люди знали, кто у нас был и с кем мы общались. И вот действительно сказать, что нужно при жизни ценить таких людей. А нам так не хватает времени иногда, малого, чтобы бегом-бегом, все, чтобы быстро было.
Но мы уходим, к сожалению, так что надо ценить. Наиля Иматовна, первым я хотел выразить огромное спасибо, благодарность вам за приглашение на этот вечер. Вечер памяти Василия Николаевича Лихачева, имя которого, на мой взгляд, золотыми буквами написано в период завоевания, установления суверенитета Татарстана. Это был сложный период. Сразу хочу сказать, что отношение к этому вопросу совершенно неоднозначное, но зачинатели этого вопроса, и прежде всего такие ученые, как Василий Николаевич Лихачев, конечно, знали, что делали. Дело в том, что вот возьмите Узбекистан, там есть Каракалпакская автономная республика. И там написано в Конституции Узбекистана, что это суверенная республика. Ничего, нормально живут. А нынешнее руководство как-то не приемлет этот вопрос. Ну, я это частично только затронул. Теперь я хотел бы сказать, что Василием Николаевичем Лихачевым у нас были очень хорошие контакты в разное время, в разных качествах, в разных местах. Ну, во-первых, мы, когда он еще был доцентом Казанского университета, до государственной партийной деятельности, выезжали пропагандировать материалы перестроечного 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза в Татарстане. Трое нас было, наша бригада, очень хорошо принимали. Конечно, Василий Николаевич задавал тон этим выступлениям. Тогда выступления по национальным проблемам, по суверенитету, по государственности были востребованы весьма и весьма широко. Ночевали в одной гостинице, в одном номере, все это так было очень близко. Кроме того, вспоминается тот период, когда мы выпустили, написали совместно книгу «Правовой статус Татарстана» с предисловием вице-президента Республики Татарстан Василия Николаевича Лихачева. Далее я хочу вспомнить, что Василий Николаевич был главным лицом в Татарстане в том плане, что он подписал президенту Российской Федерации представление меня на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации, потому что первое лицо находился в отпуске на юге. И он подписал этот документ со всеми приложениями. Так, что еще хочется сказать? Контакты были и в Москве, когда он был членом Совета Федерации, заместителем председателя Совета Федерации. Это очень высокая должность, очень высокая. Поэтому вот те оценки, которые дал Фарид Хайрулович Мухаммедшин, Академия наук Республики Татарстан и академики из естественных наук, совершенно справедливо подчеркивает огромные заслуги Василия Николаевича Лихачева и в науке, и в государственной деятельности. Я, например, со своей стороны думаю, что такие успехи позволили ему делать научное знание его, сочетание деятельности должностной и научной, о чем подчеркивал Владимир Ильич Ленин, что надо практическим работникам сочетать теорию и науку. Тогда получится люкс, люксовые результаты. И вот Василий Николаевич продемонстрировал нам, как это надо делать. И очень приятно это дело вот подчеркнуть. Конечно, очень много трудов научных написал, и его очень хорошо знают в Татарстане, уважает огромное большинство народа. Вот я хотел бы на этом закончить, и напоследок хочу выразить свою огромную благодарность организаторам этого мероприятия,
Рустаму Фаизовичу Ямалееву и Утямышеву Ильдару Рустамовичу. Вы молодцы, огромное вам спасибо. Это очень полезное, востребованное мероприятие. Василий Николаевич всегда будет с нами. Мы с ним были на постоянном контакте. Я его приглашал на занятия для студентов. И могу вам сказать, что на занятиях у студентов, вот он, когда выступал перед ними, он остался другим человеком, тем, которым он был, когда нас учил. Глаза начинали сверкать, он обретал совершенно невероятный кураж какой-то вот преподавательский. Вот эта вот пара проходила как в одно мгновение. Вопросы студенты задавали самые тяжкие. Они были и про Донбасс, и про современное политическое положение, и про все. Он никогда не лгал, ни нам, когда учил, ни вот современным студентам. И всегда находил, как настоящий дипломат, вот эти вот очень тонкие грани того, как можно, как нужно говорить. И показывал эту школу. Школу Казанского госуниверситета, я уж могу так сказать, когда у нас учили потрясающие преподаватели. И вот Василий Николаевич для меня и по жизни учителем является. И я могу сказать только одно. Я считал и буду считать его своим учителем. Поэтому вот примите мой поклон, мое уважение. И не только от меня, но и от всех моих однокурсников, которые помнят и любят. И был начальником действительно иногда и суров. Потому что я, может быть, неправильно стал государственным чиновником очень ранние годы. Закончив Московский университет, буквально и аспирантуру, и стал сразу полномочным представителем. Первым в стране, и вообще институт полпредств создавалось вот при нашем участии непосредственно на практике. А как быть, как действовать, как впервые организовывать вот здесь ту молодежь и ту общественность татарскую, которая есть в Москве. И две разные ментальности. Одна казанская, такая татарская, другая московская. Можно и так сказать. Вот. Вот здесь справка была по поводу Василия Николаевича. Знает испанский, португальский, французский, да, блестящий. Он знал еще и татарский. И знал те подходы, которые можно сделать. А мне, как молодому, все время хотелось немножечко сделать вперед. И вот он так подъезжал и осаждал. И он немножечко так присаживал. И говорил, не лезь пока, не пришло то время. И когда Виктор Антонович Садовничий, молодежь, студенты, из которой здесь учатся, говорил, как ты, у тебя другая совершенно ментальность, когда я поехал в Казань, буду быть министром, как ты там? А я говорю, тут меня ментальности учат. И учат, как раз учил, можно сказать, наставлял Василий Николаевич Лихачев. Я почему так начал говорить? Вот, казалось бы, госчиновник, казалось бы, на многих государственных постах был и должен был говорить такие же риторические вещи, которые были сказаны о заслугах Василия Николаевича. Да, а я вот несколько лет тому назад одел шкуру пенсионера, застегнулся, перестал давать интервью и не говорю многие вещи. Вообще-то договор не был подписан, и знает о том, как он был подписан, и благодаря кому, и как, знает, осталось только 2 человека. Один из них я. Вот, да. Вот я поэтому татарам Москвы. И знал Василий Николаевич весь нюанс, но никому не говорил. И не сказал до сих пор тоже ни в одном из событий. Это нельзя говорить пока. Не наступило время. А вот о Василии Николаевиче надо говорить всегда. По одной простой причине. Вот он сейчас, когда крутили вот этот вот фильм, сказал одну фразу. Можно все вычеркнуть, все убрать. А он сказал одну такую фразу. Говорите людям спасибо. Вот он сказал это вот нам всем. И он тогда говорил нам. И нас учил говорить всем спасибо. И вот спасибо всем тем, кстати, организаторам, огромное спасибо, что вы как раз
создали вот этот вечер памяти о таких людях. О таких людях надо знать вот тем студентам, которые там шумят. А студенты шумят всегда, но одним ухом они всегда слышат. Вот. Всегда надо помнить. Помните о таких людях. Недаром Вениамин Хлебников, такой русский, исконно русский такой поэт, и Мустай Карим сказали одну и ту же фразу в разное время. На свете действительно много хороших и добрых людей. Их больше, чем злых и убогих, поэтому они беднее. Это, кстати говоря, почти одинаковые тексты. То есть это сказано как раз о Василии Николаевиче и о тех людях, которые здесь присутствуют, которые помнят и создают вот эту вот идею памяти, чтобы вот эта память не кончалась. И почему я так сказал? Вот сейчас, что я одел такую тогу пенсионера, я ушел от всего. Я не даю интервью, я не посещаю никакие мероприятия. Правда, и перестали приглашать. Почему-то забыли, что был первый полпред, который создавал первые издания. Дом Асудулаев отвоевывал первый, открывал все двери, получал здания благодаря и не благодаря, да? Вот. Потому что очень интересно наблюдать за всем как бы со стороны, как бы когда ты вот был и когда вот сейчас, как они все работают, как они действуют. И все видно, как на ладони. И я вот вспомнил, когда Василий Николаевич, когда мы про какое-то мероприятие здесь было, переговорный процесс, они всегда были очень тяжелые, правильно все сказали, настолько тяжелые, что ни о чем не договаривались, да? Были у нас все переговорщики очень интересные. Я вот потом как-нибудь приведу примеры, как они умели вести переговоры. Они, например, говорили, да, Шахраев, например, Сергей Михайлович, юристы все знают. Вы абсолютно правы, Сергей Михайлович. Вы абсолютно, да, вся недвижимость и вот это, и вот это, и вот это в Татарстане должна принадлежать Российской Федерации, быть федеральной собственностью, и это, и это, и это, и это. Вот да, вы правильно, абсолютно правильно. И вот так как вы правильно говорите, поэтому эта собственность будет на территории Татарстана. Ну, как бы она будет федеральной, но все-таки в документах должно будет отразиться, что и она, и так далее, и так далее. И вот это повторялось неоднократное количество раз, а в связи с тем, что в переговорном процессе с нашей стороны присутствовала всегда одна и та же команда. Одна и та же команда. Вот, а с той стороны всегда менялось, то все-таки через какое-то время документ был подписан. И как раз в той редакции, которая нужна была нам. Это я вспоминаю, к тому говорю, о том, что Василий Николаевич говорил, потерпите, терпите, все равно тихонечко. Но вот сам он не терпел. И, к сожалению, не стало этого человека, нету этого человека. И хорошо, что организаторы вот этого мероприятия, этого вечера так хорошо нам его преподнесли. Я знаю, вижу, что здесь собрались люди, которые уважали моего мужа, нашего отца, за что вам особо большое спасибо. Так получилось, что мы с Василием учились в одной группе в университете. То есть мы с 70-го года знали друг друга. Вот. После университета мы поженились, и вот с тех пор мы прошли, вот знаете, путь совершенно вот, ну, обычный для людей нашего поколения. Мы закончили университет, он пошел работать, вернее, остался в университете, так как был ленинским стипендиатом. Вот. Меня тоже оставляли в аспирантуре, но я пошла работать. Потом мне второй раз тоже предложили аспирантуру, приехать в Москву. Я, честно говоря, я испугалась. Думаю, Москва, кто я такая для Москвы? Нет, я осталась в прокуратуре работать, и у нас начались такие вот молодежь будни, свойственные всем людям нашего поколения. Мы сначала снимали квартиру, потом, причем квартиру там, где он жил, когда был студентом.
через полгода эта женщина умерла, у которой мы снимали квартиру. Несмотря на то, что я работала в прокуратуре, нам пришлось покинуть эту квартиру. И мы жили в комнате 12 квадратных метров. У нас там родилась первая дочь. Мы жили там 4,5 года. Почти 5 лет мы там прожили. И когда родилась уже вторая дочь, мы получили, наконец, двухкомнатную квартиру. Вот такое начало было, знаете, вот сейчас говорят о государственном деятеле. Вот такое было начало нашей жизни. Извините, пожалуйста. Вот. Потом как-то вот он уехал в Африку, второй раз в Африку. Я продолжала работу в прокуратуре. Вот. И однажды он приходит и говорит мне, что, ты знаешь, говорит, меня сегодня вызывали в обком, а он только вернулся с Мадагаскара. Причем он вернулся, умер его отец, и он вернулся, не доработал тот срок, который он должен был работать там. И он мне говорит, ты знаешь, меня вызывают в обком и предлагают должность зав. Отдела административных органов обкома партии. Я говорю, не смей ни за что идти, ни в коем случае. Вот, потому что это был 80-й год, начало 88-го года. Ну, нет, я говорю, нет, и все. Я, говорит, отказался. Потом какое-то время проходит, я сижу на работе, вдруг мне звонки из деканата, от родственников. Слушай, говорю, где Василий? Я говорю, как, где? Он на работе. Его везде ищут, его нет. А тогда он принимал экзамены у заочников, а заочники, они ведь не имеют постоянной аудитории, кто где найдет, там уже и, так сказать, они принимают экзамены. Оказывается, они у нас в Казани, кто знает Казань, оказывается, они в Бегемоте принимали экзамен. Вот такое здание, одно из, филиал какой-то университета. И вот оттуда они его нашли и снова повели в обком. Это был октябрь или ноябрь уже месяц. И его привели непосредственно уже в обком партии, вот так вот и так, согласился он потом в Москву, он согласился на должность зав. Отдела обкома партии по административным органам. Ну, с тех пор мы, конечно, его стали мало видеть. Если первое время я больше работала, а он как-то, у него больше свободного времени было, а вторую уже половину, вот потом уже с 88-го года, собственно говоря, у нас девочки уже были самостоятельные, более или менее, вот они, так сказать, были предоставлены самим себе. Вот. В 90-х годах вот началась эта такая очень активная кампания. Вот он уже стал вице-президентом Татарстана. Вот, началась эта кампания с суверенитетом, вот, и вот мне запомнились, знаете, события августа 91-го года. Мы в это время, его не отпустили в отпуск, и вот в августе уже такая погода была сырая, уже шли дожди, мы наконец-то уехали отдыхать. Он говорит, мне Шемиев подписал, значит, заявление об отпуске на 10 дней. И он взял путевку, никуда далеко уехать мы не могли. Мы уехали вот здесь, вот под Подмосковье, как это место называется? Руза, в санатории Рузу. И все время он первую половину дня был там якобы на отдыхе, а во второй половине дня к нему приезжала машина, и он уезжал в Москву. А вечером часов в 11 возвращался. Вот такой вот у нас отпуск был. И однажды, это было, по-моему, это был понедельник, по-моему. Мы сидим на завтраке, а до этого включили телевизор и слышим, что объявляют, что президент заболел, что что-то такое случилось, никто ничего не знает. Мы приходим в столовую или там в ресторан, как это называется, и в это время, все радио, все телевидение включено, и сосед с нами был посол Египта. Вот. Он со своей семьей, буквально за соседним столом, мы раскланивались с ними, вот. И
вот это все слушают вот это сообщение о том, что произошло в Фаросе, что Горбачев заболел. Мы слушаем это. Все, никто ничего не знает. Дозвониться никому ничего нельзя, выехать в город тоже нельзя, все заблокировано. Мы сидим в этой Рузе. И потом приходим на обед, смотрим, посла нет. Ни его машины, и ни его семьи нет. Нас в город нас не выпускают. Вот. В общем, через какое-то время уже пошли какие-то, уже как-то так начинала обстановка разряжаться. Через буквально 2-3 дня мы вернулись в Москву, в Казань вернее. В общем, отпуска как такового не было. И все такое вот напряжение там в Москве, это волна демократии, там долой того, долой этого, третьего. В общем, такой разброд и шатание во всех этих структурах. Вот такие годы мне они очень запомнились, как-то так. Потом стало все приходить в более или менее правовое русло, уже как-то, и вопрос о суверенитете. Остро стал вопрос о суверенитете. Поскольку я работала в прокуратуре, правильно Раиф Терентьевич сказал, мы пережили тоже достаточно острые моменты. К нам приезжали и бригады из прокуратуры Союза, из Российской Федерации приезжали. В общем, тоже нам доставалось. Но наконец-то это подписание договора состоялось. Все были очень рады. А в республике, надо сказать, были очень сильные волнения. И могла республика просто распасться буквально. Очень тяжело было. Разные элементы такие все расшатывали, как-то какие-то радикальные лозунги раздавались. Все, кто был в это время в республике, все это видели и знали. Но, слава Богу, удалось удержать эту всю волну в правильном направлении, где-то утихомирить, где-то другими какими-то способами. Но, слава Богу, никакого кровопролития в республике не было. Я еще хочу сказать, может это будет высокопарно, но он очень был ответственным человеком, очень-очень ответственным. Он даже просто случайные какие-то знакомые, там что-то. Люди, конечно, в то время жили плохо, очень тяжело, обращались с различными там просьбами, все. Он никому не отказывал. И самую малейшую просьбу, если это была возможность, он, конечно, просто помогал людям. Я не потому, что говорю, что я там его жена и как-то его хочу обелить, достаточно много о нем говорили, хороших слов, но он как-то очень близко был. Он чувствовал народ, он старался во всем помочь людям. Потом работа дальше, и в Совете Федерации, частые командировки. И ему предложили это место быть представителем России в государственном в Совете Европы. И я хочу сказать, этот период жизни наш, который был у нас в Брюсселе. Многие у нас были в гостях в это время, присутствующие. Вы знаете, как-то так получилось, что до этого вся наша бывшая страна, там все же послы были, представители всех республик, и как-то они жили разъединенно. Где-то даже ревностно друг к другу относились. Мы приехали, и через какое-то время, вы знаете, около нас сплотилось все бывшее наше СНГ, кроме республик Прибалтики. И все потянулись, и туркмены, и узбеки, и украинцы. Мы были в прекрасных отношениях с украинцами. Просто получилось как-то так. И мы друг друга собирались, и мы отмечали, надо отдать должное, Василий стал проводить по своей инициативе 9 мая.
из всех послов, которые там были, кстати, послом Российской Федерации в это время в Брюсселе был знаменитый Сергей Иванович Кисляк, который потом, спустя какое-то время, он был заместителем у Лаврова, а потом он стал послом номер 1 в Америке. 9 лет он проработал послом России в Америке. Его там шпыняли, если вот кто-то следит за этой ситуацией, очень его там критиковали. Ну вот, вот с этими людьми нам приходилось работать. Вернее, не приходилось, а посчастливилось работать. И вот интересно, я тоже хочу сказать, у него была особая дружба с Чингис Айтматовым, величайшим писателем современности. Вот. Они очень друг к другу очень трепетно относились. Тоже он был вот нашим другом нашей семьи. Вот. Есть книги, семитомник его, он издал его к своему юбилею, подарил этот семитомник. Вот. И ну, как-то вот я просто горжусь, что этот человек был рядом с нами. Я очень благодарна людям, которые собрались здесь, спасибо огромное организаторам. Вы просто как-то в нас какое-то такое дыхание новое в нас, наверное, вложили. Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень